Воспоминаний моей тети Явановой Джеммы Леджиновны о жизни калмыков в Сибири. Семья наша состояла из 4 человек. Матери, ей на тот момент было 42 года, бабушке 60 лет, меня 12 лет и братишки 5 лет. Отца не стало еще в 1939 году. Кроме того, с нами жила тетя с дочерью и сыном. Еще 2 ее сыновей воевали на фронте. В вагонах все сидели на полу, и стар, и мал, потому что лежать было не на чем. Везли, как потом выяснилось, в Омск. В дороге многие умерли. На полустанках их носили куда-то, но место захоронения родственники так и не узнали. Развозили нас из Омска по деревням на санях. Мы с семьей тети попали в село Большая Крута. Калмыков туда много привезли. Местные встретили нас враждебно. Не продавали нам молоко и картошку. Хуже того, даже не подпускали нас близко к дому. Причина все та же – калмыки-людоеды. Хорошо, что в селе имелся базар, где мы кое-что приобретали. От холода, голода и неустроенности сразу стало много умерших. Так в семье Бовы Убушаева умерли все. Мать с отцом и 3 детей. У нас умерла мама и бабушка. Так мы с братом остались вдвоем. Мне на тот момент было 12 лет, братишке 5. Как-то по весне, когда православные отмечали Пасху, я пошла с ними на кладбище. Хотела посмотреть на могилу своих родных, но не нашла. Слишком много было похоронено там наших. На наше счастье, по весне с фронта вернулся односельчанин и друг нашего дяди. Побывав в селе, он надумал ехать на север и забрал нас с семьей тети. Попали мы в село Юган Сургутского района Тюменской области. Там стали работать в колхозе, взрослые валили лес, мы помогали сажать картофель, полоть его и окучивать. Через 2 года директор школы сказал тете, что нас с братом надо определить в детский дом, потому что тете было трудно. Директор детского дома оказалась женщиной хорошей. Там я пробыла до 19 лет, пока не окончила 7 классов. Потом поступила в Ханты-Мансийскую фельдшерско-акушерскую школу, после окончания которой в 1950 году получила диплом с отличием. Так я оказалась на крайнем севере у хантов. Потом приняла участковую больницу, заведовала которой до 1957 года, пока не вернулись на родину.